Глава Коми Владимир Уйба выступил со специальным обращением к жителям республики. Смотрите его прямо сейчас. Бурет Донайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу вам о двух встречах. Они очень позитивные, радостные, потому что я встречался с ребятами, которые стали победителями в двух, даже в трех номинациях, в трех конкурсах, очень важных, обо всем по порядку. Утром встречался с финалистами конкурса «Большая перемена» и «Твой ход», и с наставниками ребят, которые стали финалистами. Эти конкурсы очень знаковые, они очень значимые, потому что входят в состав президентской платформы «Россия – страна возможностей» и помогают выявлять ребят с активной жизненной позицией, таких настоящих лидеров. То есть за этими ребятами, конечно, будущее нашей республики и нашей страны. Конкуренция, если сказать, высокая, ничего не сказать. К примеру, что вы представляли, только в республике Коми было на этот конкурс «Большая перемена» подано свыше 12 тысяч заявок. И, конечно, из 12 тысяч заявок выйти в финал 9 нашим ребятам, 9 нашим школьникам, это очень большая победа и очень серьезные испытания, которые ребята прошли. А двое из этих 9 не просто финалисты, а стали победителями, по сути, всероссийского конкурса. Я хочу назвать этих ребят пофамильно, потому что это не просто гордость республики, это и гордость тех муниципалитетов, тех городов, откуда эти ребята, школ, и, конечно, семей. И поэтому назову пофамильно. Буду зачитывать, чтобы не ошибиться и никого не обидеть. Усинский район – это Виолетта Гордеева, Усинск – это Рената Фахретдинова и Ярослав Семенюк. Ухта – Софья Поздеева, Сыктывкар – Вероника Абилова, Варвара Чуракова, Александра Стреколовская, Екатерина Абжалеева и Валерия Загайнова. Екатерина и Валерия стали победителями. Остальные ребята, именно победителями большой перемены, остальные ребята, как я сказал, финалисты. И на участие в конкурсе «Твой ход» это уже студенты. Первая большая перемена – это дети, школьники, а «Твой ход» студенты подали заявку 104 студента. В общем, тоже очень серьезная конкуренция. И в финал прошла студентка Государственного университета имени Петерима Сорокина Валерия Кардашевская. И она стала как победителем. И, конечно, сегодня был такой очень интересный разговор. Во-первых, я ребят поздравил, наставников поздравил и пожелал, конечно же, не останавливаться на достигнутом, потому что я сказал, что когда идешь вверх, то кажется, что тяжело. Но как только остановился, тут же ты проиграл, потому что кто-то тебя обошел. Поэтому я пожелал ребятам постоянного движения, развития, и, конечно, уверенности, потому что у них еще впереди очень много испытаний, экзаменов, конкурсов и так далее. И вторая встреча, и еще двое победителей, это уже победители WorldSkills. Это совсем уже другая история. Это 9-й национальный чемпионат «Молодые профессионалы». И у нас тоже, я сказал, два финалиста. Светлана Конакова и Петр Непорожний. Сегодня проект «Молодые профессионалы» или WorldSkills активно развивается в нашей республике, и вообще в целом в стране. Это очень уважаемый и серьезный конкурс. Участие в нем тоже, количество участников растет с каждым годом. И растет и не только количество участников, но еще и компетенции, по которым ребята соревнуются. Если в 2016 году республика только начала и присоединилась к этому участию в этом соревновании, то у нас не у нас, а в WorldSkills была одна компетенция, кондитерское дело и 5 участников. То в этом году это уже 47 компетенций и 305 участников. Тоже из 305 участников двое стали победителями. И, конечно, я ребятам тоже сказал, что они, во-первых, молодцы, потому что это дорогого стоит такие победы. Но самое главное, они лидеры.
И как лидеры, конечно, за ними сейчас, то есть понятно, что знают их сейчас и в колледжах, и в техникумах, где они учились, а Светлана уже сейчас стала преподавать в этом же техникуме. И не просто они победители, они еще и пример для подражания. И это вообще очень важно, потому что когда есть вот такая звезда, победитель, то за ним идут и следующие ребята. И вот эта реакция, в хорошем смысле цепная реакция, она, конечно, очень важна. И поэтому я сказал, что ребятам пожелал тоже закончить обучение. Петру Светлана, я сказал, уже закончила. И, конечно, продолжать, во-первых, дальше обучение. Во-вторых, и Светлана, и Петр могут быть наставниками уже сейчас. Петр по окончанию, Светлана уже, поскольку она закончила. То это очень важно, поскольку когда ты сам принимал участие в таких конкурсах и побеждал, то ты точно совершенно можешь подготовить для будущих побед и своих учеников. Ну и, конечно, для нас очень важно, что это все-таки профессии, рабочая профессия у Петра, это связано с автоделом, с автотехникой. Конечно, важно, потому что сегодня мы, я уже много раз об этом говорил, мы перепрограммируем экономику республики, и нам очень нужны рабочие специальности, и ребята молодые, активные, талантливые, которые будут работать на вновь создаваемых рабочих местах, которых я уже рассказывал, у нас в ближайшее время мы планируем открывать в очень большом количестве. И, опять же, слова благодарности их наставникам и родителям, потому что это очень важно, не просто воспитать ребенка, но еще и воспитать из него лидера, воспитать из него настоящего бойца. По эпидобстановке мы опять немножко снизились на 4 случая по сравнению со вчерашним. Сегодня 212 случаев за сутки, вчера было 216. Теперь по 212 человекам, которые заболели за сутки. Среди них 36 человек привитых. Казалось бы, 36 человек вроде многовато, да, но с другой стороны 31 человек амбулаторно переносят заболевания. И опять снова возвращаюсь, почему появились 36? Потому что 212 – это большая масса, которая заражает, в том числе заражает даже привитых. Но опять же, привитые болеют амбулаторно, то есть переносят легко. Среди умерших, к сожалению, сегодня 11 человек, но ни одного привитого. Еще снова, в который раз я уже говорю о том, что и заболев, ты переносишь легко, будучи привитым. И к сожалению, видите, у нас люди умирают, но, к счастью, среди них привитых практически не встречается. Ну и самое важное, что я хочу сказать, уважаемые жители, это очень важно, послушайте, пожалуйста, меня. Мы сегодня проводили совещание, в том числе вопрос подготовки к 41-му чемпионату мира по хоккею с мячом, который должен проходить в марте-апреле в Сыктывкаре. И есть одно «но». Мы будем писать и обращаться в федеральный штаб с тем, что мы готовы к проведению, технически готовы к проведению этого чемпионата. Но оценивать нам нашу республику будут не только по подготовке персонала, республиканского стадиона, безопасности, но в первую очередь по безопасности санитарно-эпидемиологической. А мы проваливаемся, мы не успеваем к марту месяца достичь 80% при вакцинации. Поэтому на самом деле у нас может стать вопрос при полной подготовке нас как республики с точки зрения техники, вопрос проведения с точки зрения неготовности по уровню вакцинации. Пожалуйста, у нас еще впереди, и в этом году еще практически 10 дней, и в новом году январь-февраль, поэтому нам нужно активизироваться и обязательно выполнить предписание федерального штаба выйти на 80% и выше по уровню вакцинации всего населения, взрослого населения. И это действительно очень важно.
Ну, вот на сегодняшний день мы полностью завершили вакцинацию 361 891 человек. У нас достаточно большой объем ревакцинированных, это более 50 196 человек. И вакцины у нас более чем достаточно, более 144 тысяч доз. На этом у меня вся информация. Пожалуйста, вот акцентируйтесь на том, что я сказал, в привязке к чемпионату мира по хоккею с мячом. На сегодняшний день вся информация. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.